Ты был на сессии ОБСЕ, это не сессия ОБСЕ, это конференция по человеческому измерению, которую проводит вот эта организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Да? Да. А там говорили о Сенцове, о других политических узниках, там же русские присутствуют. Это одна из немногих организаций, где они имеют равноценное право голоса, в отличие от ПАСЕ, например. Да, но я тебе скажу так, что туда засылаются целые десанты, то есть помимо просто российской делегации, целые десанты российских общественников, да, причем некоторые из них, что парадоксально, из Крыма. То есть, что тут парадоксально? Им же нужно показывать, что... Ну, вообще, как бы, Крым находится под санкциями. И я там... ты это имеешь в виду, визовый вопрос. Да. Но они это обходят. Причем, знаешь, что любопытно? После одного из моих выступлений, видимо, настолько их выбесила правда, которую я рассказываю о том, как в Крыму репрессируют крымских татар, один из них подошел, попытался со мной какую-то такую же ожесточенную дискуссию, и в ходе этой дискуссии продемонстрировал мне интересный документ. Вот, я его спросил, как вы вообще здесь оказались, он мне показал бумагу на польском языке, и к ней приделана виза. То есть не в паспорт виза вклеена шенгенская, а на какой-то отдельной специальной бумаге. Я не знаю, что это, каким образом. Таких шенгенских виз не видел. Китайские видел такие. Но вот каким-то образом они туда проскальзывают, причем они там действуют достаточно организованно. То есть у них есть штаб. Они собираются, простраивают стратегию на ближайшие дни, какие ивенты. Я не говорю просто про таких агентов-шпионов, которые приходят и, значит, все записывают, кто там что сказал, чтобы потом транслировать товарищу майору своему. Да? Вот. Они занимают очереди для того, чтобы сократить количество независимых выступающих. Вот. Поскольку там такая демократическая процедура. Кто пришел, занял очередь, тот и может выступить в конечном счете. И реакция европейцев, вот я уже второй год приезжаю на эту конференцию «Человеческое измерение», они вот так вот слушают, морщатся на выступления российских этих общественников, но вот этот вот политез европейский, он не позволяет им сказать, встали и вышли вон отсюда. Вот, там был эпизод, когда выступал один коллаборант из Крыма, и он такой начал говорить: «Крым, я из Крыма, Республики Крым, России». И тут же ему отрубили микрофон. Визы непонятно как получены, видимо, они там представились как из других регионов и так далее, и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос. Вот польские власти. Почему они не взяли под белые ручки этих людей, которые просто обманули при получении визы, не сказали, что они из Крыма? Позволяет, насколько я понимаю, вот европейские законы, когда обманную информацию даешь, при получении визы выдворять. Они там все остались, насколько я понимаю. Все остались. Ну, мне кажется, здесь два как бы варианта развития событий. Либо это действительно очень сильное политическое лобби со стороны России, потому что Россия, она по локоть обе руки в это ОБСЕ запустила и не собирается и вытаскивать оттуда. Либо это пресловутая европейская толерантность, в том числе к вот такому нарушению закона. Вот. А может быть, это какой-то симбиоз этих двух явлений, потому что в любом нормальном государстве, когда вскрываются обстоятельства, что человек нарушил закон и в нарушении закона оказался на территории этого государства, его депортируют моментально практически. Николай